Световая арка, клумбы, скамейки и подводное царство. В Уфе благоустроили 3 сквера вдоль улицы Ленина. Столица республики продолжает наряжаться к 450-летнему юбилею. Появились и более 500 объектов туристического кода по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». На это Уфа получила субсидию из федерального бюджета более 200 миллионов рублей. А вот на набережной строится колоннада Дружбы, которая станет точной копией сооружения в столице Абхазии Сухуми. Обо всем по порядку расскажет Эмиль Басареев. Мимо этой световой арки, увитой зелеными листьями, вечером пройти нельзя. Уфимцы и гости столицы спешат сделать на ее фоне несколько фотографий. Перед молодежным театром появился сквер, который украшают большие фигуры музыкантов, а рядом освещенные клумбы с растениями. Этот объект еще больше украсил нашу замечательную улицу Ленина. А вот сквер возле кинотеатра «Родина» смело можно назвать морским царством. Здесь появились фигуры Посейдона, нимфы, русалки, морского конька, дельфина. А рядом царевна-лебедь из сказки Пушкина ждет князя Гвидона. В сквере установили парклеты, причем некоторые соединились с так называемыми водяными клумбами. Уфа меняется, Уфа преображается, Уфа с каждым годом становится лучше, это правда. И то, что так вот наше государство в нас вкладывается, в нашу республику, это только уважение. Это видно по инфраструктуре. Обновили сквер у концертного зала «Башкортостан». Теперь здесь красуется инсталляция 450 лет. А отдохнуть можно прямо среди цветов. Скамейки появились внутри клумб. В Уфе все больше появляется объектов, связанных с историей. В саду Аксакова у пруда расцвел аленький цветочек, а рядом скульптура автора сказки Сергея Аксакова, который прогуливается с семьей. Набережную теперь украшают металлические скульптуры копии артефактов коллекции сарматского золота. Олень сделан в технике габион, а вот медведь – мозаики. Каждый элемент – это карта республики, и вместе они составляют фигуру хозяина леса. Красота – это вот как раз это и отличает нашу республику. То есть люди, которые приезжают в нашу столицу республики, вот они знакомятся и узнают. Очень здорово, что наши руководители акцентируют внимание на благоустройство. К слову, набережную в скором времени украсит еще один объект. Колоннада Дружбы станет точной копией сооружения в Абхазии. Она будет смотреться величественно как с берега, так и с палубы теплохода. Люди с нетерпением ждут открытия. Необычная, красивая колоннада, и я думаю, что она впишется в общую вот эту вот красоту набережной. Будет очень самое прекрасное место. Это будет украшением всего города. Я думаю, намного добавит красоты. Жителям будет комфортно там гулять по вечерам. Будет привлекать как гостей Уфы, так и местных жителей. Еще один повод прийти сюда, погулять вечером или днем с детьми, всей семьей. Размер сооружения составит около 12 метров в высоту, длина будет 30, а ширина достигнет 6 метров. В скором времени рабочие приступят к устройству монолитной балки. Нижняя часть колоннады уже дает представление о том, каким будет сооружение. Оно будет облицовано натуральным камнем, который везут из Киргизии. На сегодняшний день поставлено около 70% всех каменных изделий. В ближайшее время ожидаем оставшихся материалов. То есть это общая номенклатура составляет более 300 видов элементов. В прошлом году в основание будущей колоннады первый камень заложили глава Башкортостана Ради Хабиров и президент Абхазии Аслан Бжания. Две республики связывает дружба длиною более века. В 20-е годы прошлого столетия Абхазия стала первой, кто помог Поволжью, когда разразился голод. А уже в 90-е Башкирия протянула руку помощи братскому народу, оказывая гуманитарную помощь. Республика Башкортостан оказала всемирное содействие в условиях абхазско-грузинского конфликта в виде продовольствия, предоставления продовольствия, поддержки, подготовки специалистов. И вот эта тенденция, этот тренд, он сохраняется и сейчас. И колоннады, памятники, они носят, конечно, определенные затраты несут, но они воспитывают существующие и будущие поколения людей своим вот присутствием. Чувство братское, действительно искреннее чувство к башкирскому народу, когда нам стало очень тяжело, вот когда Грузия напала, вот эта беда, война пришла к нам, они вот действительно были рядом с нашим лидером, и они всячески помогали. Нам даже были врачи в области культуры, искусства, да. Мы посылали туда на учебу, на бесплатное обучение
не только обучать врача и режиссеров, и воспитывали. Это огромная благодарность. К юбилею столицы на прилавках уже появилось множество сувениров с изображением символа города, куницы и достопримечательностями Уфы. По поручению главы Башкортостана Радия Хабирова был разработан официальный брендбук, поэтому все создается в едином стиле, в том числе и кондитерские изделия. К примеру, такие пряники способны подарить вкус праздника большого юбилея. Эмиль Басареев, Дилия Махмутова, Виолетта Ахмадуллина, Азат Ишбулатов и Артур Ханов. Итоги недели. Уфа.